Тихо в старинном парке кружатся листья резные, ветер кидает пригоршнями капли с запахом моря. Мы стоим у парадного входа в институт на стачек 30. Немного волнуюсь и радуюсь предстоящей встрече. Наша Лера, как мы с гордостью ее называем, Валерия Степановна Федоренкова, преподаватель авенского языка кафедры алтайских языков. В 17 лет юная девочка из далекого Себяна приехала в старинный город на Неве, и с тех пор Санкт-Петербург стал ее вторым родным домом. Валерия Степановна, мы шли, разговаривали о том, что вот эти дубы наверняка помнят еще Андрея Васильевича, Василия Дмитриевича Лебедева, да? Да, конечно, это уже настолько они старые, древние. Помнят и нас, молодых, Наташа, с тобой, наверное. Как мы заходили в наш родной институт, прошло уже очень много. Очень много, да. Конец прошлого века. Да. Когда мы здесь учились. Мы, оказывается, уже такие взрослые. И это, конечно, дает нам вот, груз, да, такой ответственности, в том числе и за наш народ, и за язык. Каким мы его передадим своим детям, своим внукам, будущим поколениям. Это, конечно, немножко даже страшно. История института сама по себе уже подразумевает, что преподаватели, студенты – это элита нашего народа, будущее, народов. Да, элита, да. Какие детки приходят? Детки разные. Последние годы меня очень радует, что приходят детки мотивированные, как Гаврил Суздалов, внук нашего авенского поэта Христофора Суздалова. Практически с нуля он начал изучать авенский язык, и он очень мотивирован. У него очень хорошо получается. Я удивляюсь, вот учат авенский язык не только авены, и, конечно, им настолько сложно по сравнению с тем же нашим Гаврилом учить авенский язык, потому что авенский язык очень сложный язык, агглютинативный, тунгуссо-маньчжурский язык. А здесь вполне возможно, что генетическая память дает такую вот возможность как-то вот легко и гармонично учить язык, вливаться в язык, чувствовать его. Так что приходят такие детки. Марина Христофорова, наша аспирантка из Тополинова, тоже очень мотивированный человечек, очень добрый, хороший. Мы, когда встречаемся с нашими земляками из Тополинова, говорим «Илкеневен». Мне казалось, что ей даже немножко тяжело здесь. Ей очень хочется, конечно, и к себе на родину, чтобы, как она говорит, и Гаврил тоже, чтобы получить вот эту вот энергию от родной земли, подпитаться этой энергетикой. Им этого не хватает. А мне, наверное, уже хватает, потому что, говорят, родина там, где род, да, род мой, внуки, дети, конечно, все здесь. Но Санкт-Петербург это уже вторая родина. Санкт-Петербург, не то что, да, вторая, получается. Я приехала сюда в 17 лет, в 87 году, а сейчас уже 25-й год. И получается, что большая часть моей жизни, конечно, прожита здесь. У меня уже внуки в школу пошли, 2 внука. Так что большая часть жизни, да, проведена здесь, и это уже, конечно, вторая родина. И это такая вот, не знаю, любовь. Ну, я надеюсь, не безответная. Мне кажется, Санкт-Петербург принял меня. Мне здесь очень хорошо, конечно. Скучаете по Себяну? Ну, конечно, скучаю. Иногда мне снится. Я больше скучаю по нашим ручейкам с прозрачной водой, вот холодной, чистой, по нашим горам скучаю. И скучаю, ну, наверное, вот по нашему детству, потому что мне казалось, что в нашем детстве, несмотря на все трудности, которые были, да, мне казалось, ну, как обычно говорят, и небо было голубее, да, и речки журчали звонче, и мы все были лучше, добрее, чище. Вот по этим временам я скучаю. Там у меня родственники, я поддерживаю связи и с нашими земляками, и с Аленой Дмитриевной Кривошапкиной, с Екатериной Афанасьевной Кривошапкиной, Николай Афанасьевич Кривошапкин. Мы с ними, Зоя Афанасьевна, конечно же, наш аксакал, наш великолепнейший знаток культуры, языка. Мы с ними поддерживаем тесную связь. Андрей Васильевич, Розалия Серафимовна, их дочь Дина. Мы с ними всегда, конечно, на связи. Я очень рада, прямо волновалась, слышала, да, что встреча у нас такая будет, как мы встретимся после стольких лет. Я помню тебя тонкой, звонкой, красивой студенткой, да? А потом мамой
Многодетной Да, семьи. да. Я тоже с теплом всегда вспоминаю, Наташенька, Наталья Дмитриевна. Конечно, я очень рада. Вот я говорю, хоть 10 тысяч раз бы обнималась и каждый день. Очень рада. Спасибо большое, что приехали и вспомнили нас. И мы надеемся, что связь поколений, чтобы наши студенты ехали к себе домой и, вот как и ты сказала, чтобы они были действительно элитой, чтобы они были мотивированы изучать свою культуру, помогать своему народу, сохранять и развивать, потому что, как и мой студент Гавриил сказал, мы живем сейчас, и мы живем именно вот, в современной культуре, и мы должны развивать ее. И пусть они ее развивают, но и сохраняют, чтобы наша культура овенская сохранилась. С вами тоже хотелось бы сказать в конце на овенском родном языке, а я вригялбу, гунубакачамутан, галал рэм, хоча ябрам, ибгат билде, по-нашему говорю, по-западному, ибгат билда, абгар билда, агаски, гусакалде. Валерия закончила институт, вышла замуж за коренного петербуржца Сергея Федоренкова. В дружной семье родилось 6 детей, которых воспитывает в любви и согласии. А потроха, суп с потрохами. Говорю, я так давно мечтала о супе с потрохами. Вот, наконец-то я поела суп. Тут-то все по-другому. Ага, да. А ты чувствуешь, что у тебя организм поменялся? Ну, мне кажется, это еще произошло. Когда ты молодой, у тебя организм же быстро адаптируется. Студенческие годы, Наташа, ну вспомни, конец 80-х, начало 90-х. Это же был жуткий голод, все по карточкам, мяса никакого. Вот тогда, по-моему, произошла сразу перестройка. И уже когда хоть какая-то еда появилась, организм уже, о, еда. И мы иногда с мужем покупаем эту печень и, знаешь, такой по-северному жарим, да, вот слегка, чуть-чуть, и ее с луком, с перчиком, по-дикарски, как мы говорим. Вот и муж, да. Муж Сережа с музыкой. Здравствуйте. Да, типа, как я тебе должна спать. Так, это мой супруг Сергей Александрович, Сережа. И младший Сережа с музыкальной школы, вот на виолончели играет. Музыкант, да. Ему 13 лет, 7 класс. А вы как познакомились? Мы познакомились в церкви, да. Причем это был, наверное, год тоже 93-й, да. В 93-м я приняла крещение, да, 93-й, 94-й, в 96-м мы поженились, вот. Он тоже у нас с красным дипломом окончил университет путей сообщения. Очень такой хороший был мальчик, самый лучший в той очереди. А сейчас самый лучший муж. И сейчас самый лучший муж, да. Да, и дети говорят, это самый лучший дедушка, внуки, а дети говорят, самый лучший папа. И вот Надя наша недавно мечтает, вот я хочу выйти замуж, да еще и с Настей в свое время, вот за такого же человека, как папа, говорю, размечталась. Я говорю, таких нет. Да? Так что... А Сергей, а вот то, что Валерия другой национальности, вообще из Якутии, издалека, это для вас как бы ничего не значило? Нет, конечно. Почему? Так, самое интересное, дедушка Кулебякин, это татарская фамилия, кстати, по происхождению, он родом с Волги, и на фотографиях мне всегда спрашивали, это твой дедушка? Потому что он больше был похож на меня, чем на Сережу. Потому что Сережа таких, ну, мама, она из Ильмени, да, родом. Но так-то вообще, конечно, уже в 5-м поколении петербуржец, по отцу, по-моему, он еще в Семеновском полку, да, дед служил отца, да. Да, еще до революции. В общем, такая длинная история. Да, один из родственников, какой-то там дедушка-то, как его, Подгорный, секретарь ЦК КПСС-то. Так что там у них такая тоже родня. И тут другая, да. Ну, в общем, оказалось, что все-таки какие-то тюркские корни есть, во-первых. Да, интересно, да, вот эти Кулебякины с Волги, они, татарские корни, там фамилия татарская, Кулебякин. У меня муж больше тунгус, чем я по менталитету. Он вообще, конечно, супер как раз воспитанный человек. Это я могу. У нас же тоже тунгусов. Мы противоречивые. Мы могли сказать правду матку, как говорится, резать
если нас доведут Да. все, что думаем, мы могли сказать сначала, конечно, да, крепиться, держаться, а потом, да, есть у нас такое очень. Но в любом случае, конечно, наша народная педагогика, да, она была уникальна. И я в прошлом году, когда приезжала на конференцию Хеджи, я как раз рассматривала вот в этом аспекте, как наш Хеджи, как транслятор культуры и как воспитательный, огромный воспитательный заряд, что ли, тексты Хеджи. Ведь они не просто, как сейчас, танцевальные были, Хеджи. А если ты читала работу Анатолия Афанасьевича, как раз вот о Хеджи западных авенов, да, вот он рассматривает все эти моменты. Они, вот от слова «анидей», да, вот этот наш закон Нимат, поддержка слабых, потом, ну, как это можно было воспринимать, как своеобразные аффирмации, воспитание молодых авенов, им вот передавалось в наших вот этих песнях хороводных именно идея единства, поддержки друг друга. Плечом к плечу. Да, плечом к плечу. Да. И это были не просто танцевальные фигуры, а глубокий духовный смысл. Вот об этом я как раз в прошлом году говорила. Да. Потому что сейчас именно обращение к форме, то есть поем, не понимая смысла. Но я поддерживаю молодых даже в этом, потому что хотя бы обращаясь к форме, они все равно начинают уже интересоваться традиционной культурой, тем же языком. Вот молодые приходят с нуля, буквально начинают вникать, читать, переводить. Главное заинтересовать, Да. затронуть нити какие-то струны в душе. Да, чтобы да. он Так что понял. это очень хорошо, что от формы они все-таки переходят к содержанию. Как раз и вкладываете вы, получается, преподаватели Ну, в большей степени, влияете. Я думаю, что в какой-то степени да, но вот их обращение именно к традициям, вот когда они ездят в тайгу, к своим в тундру, в стадо, как у нас называют, да, вот мне кажется, тогда они как раз вот подпитываются своей культурой, обращаются вот к той традиционной культуре, и тогда они могут ее трансформировать. Скорее всего, да, наверное. Просто главное, чтобы не было извращений. Не извращали, извратят до такой степени, что потом уже потомки, их дети будут думать, что это так и есть. Потому что носителей-то не осталось настоящих, Да, практически. увы, да, практически не осталось. И это вообще трагедия для многих миноритарных, конечно, культур, обреченных, в принципе, на вымирание. Потому что в том виде сохранить культуру невозможно. Потому что эта культура уже социума, этноса, который уже практически исчез и вымер. Да, и даже, сублимирована, ассимилирована, напрочь да. затерта, и Да. в идеале ее такой уже не существует, потому что уходит. Да, и сейчас вот практически везде господствует этот концертный вариант, когда даже и орнаменты уже используют какие-то. Говорю, чего это вы к авенским костюмам пришили самодейские орнаменты? Ну, говорят, ну все же так делают. Я говорю, ну хотя бы вникните, вы хотя бы вот спросите, какие вообще были орнаменты у наших авенов. А то они видят эти картинки с северных, со всех с открыточек, тех же с картин, и слепо начинают подражать. Или те же танцы чукотские, корякские, да, тоже наши девочки начинают танцевать. А у нас на самом деле танцы-то были очень такие целомудренные. Вот не было этих вот очень движений нескромных, скажем так. Деток, ну, уже не сказать, что деток, но их 6, у меня 6 детей. А самому младшему, вот сейчас, который пришел из музыкальной школы, скоро будет 14. Старшая, уже у нее самой 4 детей, и 2 старших внука уже пошли в школу. В этом году уже второклассник у меня внук один. И еще 2 внучки немецкие. Так что семья, да, семья большая. Но и очень даже, когда дети вырастают, кажется, очень классно, вот как ты сегодня сказала, да, как здорово, когда семья большая. Но у нас вообще, в принципе, у вас же тоже, да, вас было очень много. И когда все выросли, наверное, это классно. У нас 4 да, сестры, да, замечательно. В семье руководствуетесь чем воспитание детей?
Ну, так как мы христиане, то мы, конечно, руководствуемся, во-первых, и библейскими стандартами, но, во-вторых, самое главное, конечно, это любить детей. Мы же все-таки Бог есть любовь. И Бог, да, самая главная заповедь – любите друг друга. Мы стараемся их прививать, им прививать и любовь друг к другу, к церкви, к Богу. Традиционные ценности, то есть семейные, которые сейчас, кстати, пытаются, но тоже, опять-таки, немножко в извращенной форме, пытаются возрождать в нашем сейчас современном обществе. Ну, вот такой у нас принцип. Чтобы дети выросли честными людьми, добрыми, любящими друг друга, любящими и полезными, кстати, в обществе. Самое главное, чтобы они были хорошие, работящие, честные люди. Так стараемся их воспитывать. Вы сами пример. Но насколько можем, потому что, сами же понимаете, человек несовершен. Да, и... Ну, у нас вот папа вообще молодец. Я всегда говорю, папа у нас вообще как ангел. Он, да, он не один раз был лучшим и у себя там на железной дороге получал разные награды за свой труд. Вообще очень честный, действительно хороший труженик. Ну, и в церкви тоже он труженик, служитель, диакон церкви. Потому что дети тоже у нас много трудятся и на этом тоже общественном поприще, так сказать. Я сама тоже там, ну как волонтер, мы преподаем и в воскресной школе, ездим в детские какие-то вот христианские выезды, лагеря с детишками, тоже проводим разные уроки, мастер-классы. В общем, стараемся жить интересно, чтобы и нам было интересно, и с нами было интересно, и дети тоже. Вот они в музыкальной школе учатся, играют в оркестре, и в школе играют в оркестре, и в церковном тоже на музыкальных инструментах, на скрипке, на виолончели. Внуков сейчас тоже они отдают в музыкальную школу. Ну, гармоничное воспитание, гармоничное во всем личности. Да. Получается, да? Да. Главное да. труд и любить друг друга. Ну, это же непреложные истины. Да, традиционные Это ценности. да. То, что сейчас как Каждой раз семье. государство, да, нам вот разговоры о важном и так далее пытается опять это вернуть, привить. Но да, будем надеяться, что все будет тоже хорошо, и мы эти, как сказать, ценности будем прививать не только своим детям, но стараемся и на работе тоже студентов приучать. Вот мы всегда, когда разговариваем со своими, тоже говорим, ну, сейчас же молодежь хочет заработать без особых усилий. Говорю, ну, это не самое главное в жизни. Для того, чтобы какое-то удовлетворение получить, то все равно нужно, во-первых, развиваться, а потом то, что ты получил, уже отдавать. Все равно должна быть какая-то миссия. Даже вообще учителем быть, я всегда говорю, это миссия. Они сами тоже это осознают. Потому что зарплаты учителей, конечно, небольшие, а сейчас в современной школе работать, конечно, нужно быть, как они говорят, учитель – это диагноз. Да, потому что это такая как-то жертвенная любовь к детям. И без нее, конечно, сложно будет им работать. Вот. Но мы стараемся так и студентов тоже воспитывать. Конечно, приезжают в основном те, кто действительно мотивирован, кто хочет гармонично влиться в социум, найти себя в этом социуме и быть востребованным человеком. Наверное, так. Вернемся, смотрю, Сергей уже как без слов, он уже и курицу нам вытаскивает, и макароны сохранились, пока мы тут о высоком разговариваем. Помогает в хозяйстве. Конечно, да. Потому что иногда, особенно если у меня какие-то конференции поздние, или я диссертацию, когда писала, мы так договорились, что я задерживаюсь, потому что дома все равно мешают то дети, то внуки, то еще что-то. И приходилось им, Танечка наша, одна из дочерей, тоже помогала, конечно, очень сильно, и Сережа тоже очень вкусно готовит, это у них фамильное. Его и отец, да, вообще великолепно готовил, и мама, он тоже может что-нибудь приготовить. Вот, так что помогает. А вот когда ты работающая мама, вот когда ребенку младшему 3 года было, тогда мама помогала, она еще была жива.
она приезжала, оставалась с маленьким Сережей, да, и приготовить что-то могла, так что и к себе, да, забрать. Да, без помощи никак, вот одним, конечно, сложно не справиться. Тем более у нас дети очень активный образ жизни, у них помимо учебы и музыкальная школа, и воскресная школа, они ездят много, часто. То есть приходится, конечно, нам в основном вот, и готовить, и постирать, и так далее. А какая вот мечта не сбылась? Не сбылась. Когда дети были маленькие, я говорила, вот когда дети все подрастут, я пойду в художественную школу для взрослых, да, и нарисую, да, учиться, и нарисую, буду рисовать картины. Вот эта мечта, да, осталась, не сбылась, потому что больше приходится заниматься наукой, писать статьи, эти ваковские, ринцевские, потом участвовать в разных конференциях, вот время уходит на это. Но мечта эта осталась, конечно. Да, рисовать. Да. Мы же рисовали с детства, помните, да, мы все, да, с нами так хорошо занимались, кстати. Вот у нас школа в этом плане была вообще уникальная, у нас преподаватели были очень сильные, да, и художники наши тоже замечательные были, кстати, тоже учились здесь у нас на худграфии. Платон Петрович закончил, и Кириллин, да, Аркадий Кузьмич тоже закончил. Они, конечно, нас учили не как вот просто в школе рисовать. Оказывается, нас очень учили как в художественной школе, Наташа, представляешь? Да, да. Вот весь этот рисунок и живопись, это у меня просто подруги, художницы, Галя и Оля, помнишь, да? И они говорят, этому, говорят, по программе школьной не учат. Ты, говорят, вас учили как в художественной школе. Но, может, действительно, мы же ходили на кружок всегда к Платону Петровичу и Аркадию Кузьмичу. Может, действительно, они нас учили рисовать именно как в художественной школе. Так что, но мечта осталась все-таки рисовать. Ну, не знаю даже, честно говоря, не думал. Дом достроить? Ну, наверное, да. Да. Хочется достроить дом. Потому что мы его начали строить, когда нашему первому ребенку было всего лишь 1 год. Угу. И после этого мы уже 2 раза, наверное, перестраивали его, да? Да, ну ты же была, у нас еще был недостроен. А сейчас мы вообще разобрали тот старый дом, который был внутри. То есть то, что снаружи стоит, это уже новый. Да, вот такая мечта. И, как ты говоришь, мы уже все такие стали взрослые, это уже как бы не осталось несбыточной. Но я очень надеюсь, что мы все-таки достроим, да? Сейчас, может, и дети помогут немножко. Да. А так все время сами, да? Ну, дети-то маленькие, учатся куда-то. Да, вот сыну старшему Мне это нравится, 21 год я только. Занимаюсь этим. Но хочется, конечно, когда-то приехать туда вместе, Да. побыть там, просто отдохнуть. Так. Они Все готово. Ой, да, ну, не знаю. В общем, приезжай, Наташа, еще как-нибудь летом отдохнуть, да. Главное в отношениях – любовь и уважение. Дети выросли, сегодня подрастают и радуют своими успехами внуки. После работы вечерами в уютной квартире звучит музыка. Младший сын Сергей играет для своих главных зрителей на виолончели. А завтра новый день и новые заботы и радости. Вы счастливые? Да. Конечно, да. Но мы счастливы в первую очередь, потому что мы христиане. Потому что если бы... Да. Это объединяет, нам легче, у нас есть общая платформа, нам легко. Да, и как говорят, Библия лучший психолог. Потому что если бы не Библия, вот, ну, традиционная ценность, о чем сейчас везде толкуют, не понимая смысла, конечно, вот это помогает решать и проблемные ситуации, которые возникают. Естественно, мы же не идеальные люди, мы обычные люди, и как у всех у нас бывают и проблемы, и конфликты, но вот Слово Божье, Библия, она помогает нам действительно решить все наши проблемы. И в этом плане, конечно, я согласна с этим утверждением, что лучший психолог – это Библия. Мы стараемся не просто, как сказать, формально, что ли, верить, но стараемся в своей жизни придерживаться истины. Да, истины. Да.